Но на этом фоне, смотрите, из бюджета 24 миллиона рублей на пиар, человек, который ничего абсолютно не делает для города, на этом фоне у нас очень хорошая новость. Жители Республики Саха собрали 600 тысяч рублей на поездку в Южную Корею девушки с ДЦП Саина Петрова. Она мечтала попасть на концерт своей любимой группы BTS. Вот, сняла видео, где она танцует на инвалидном кресле под музыку. И ее видео в Инстаграм репостнул Джинкок. Жители Якутска, жители Республики Саха решили помочь девушке воплотить свою мечту, ее мечту, да, поехать на концерт. Какая вообще большая разница между тем, что делает власть, да, для жителей, и между тем, что делают сами жители, да, когда они видят что-то настоящее, да, что-то, что трогает прямо за душу, да. Работа мэра за душу не трогает. Я думаю, что жители вообще Якутска, они, многие, наверное, из них жалеют, что они вообще платят налоги. Платят налоги, потому что непонятно, куда уходят эти налоги. Ничего не меняется, ничего не ремонтируется нормально, да. Вот. А здесь, в случае с Саиной Петровой, абсолютно бескорыстно люди буквально там за один день собрали 600 тысяч, чтобы она и ее мама, сопровождающая, поехали на концерт. Вот такая разница. Вот такая разница между жизнью и властью. Не настоящая, она нелегитимная, никто в нее не верит, никто не хочет ей помогать. Многие, вот я же говорю, многие, наверное, очень жалеют, что им приходится платить налоги, да, потому что никто перед ними не отчитывается, куда уходят их деньги. А на самом деле они же видят, что происходит. Буквально ничего, ничего не делается. Вопрос возникает, да почему, в принципе, да, мы должны платить налоги? На что? За что? Перед нами даже никто не отчитывается. И раньше никто не отчитывался, да, это было все вот так формально, да. Все вопросы, которые задавались, они вот так, вот, значит, пролистывались, да, давайте, давайте. Максимум, что власти делали раньше, когда они были выборные, они обещали: да, да, мы примем во внимание, обязательно решим, и ничего не решали. А сейчас, когда выборов нет и не будет, они вообще ничего не будут делать. Абсолютно. Zero. Вот что ждет нас. Вот поэтому на фоне того, что происходит в Республике Саха, новость о Саине Петровой, она, конечно же, очень греет душу. И, кстати, это показывает, насколько мы, жители Республики Саха, можем быть сплоченными в определенный момент, в тот момент, когда что-то нас по-настоящему волнует. И вот эта вот новость, она прям дает надежду. Надежду на будущее, надежду на то, что мы также будем сплоченными, когда мы наконец-то обретем независимость. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.